Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Я благодарю всех, кто отзывается и помогает спасать якутских хвостиков. За последние дни отправлено 2 рейса. Один в Москву, а второй в Санкт-Петербург. 2 собачуль взяла Зейнаб, а 2 из Питера приехали ко мне на мое кураторство. Приехали у нас через Питер, а из Питера на машине еще 2 собачули. Это Лима, которая спасена была в последний момент. Помните, она замерзала у магазина и просилась кому-нибудь в машину. Лима беременная, нужно срочно стерилизовать. А дальше, я думаю, такой необычной собачули, почти цирковой, пляшущей на 2 лапках, найдется семья. И приехал тот щенок-бородатик, который бился об решетку в ППЖ. До чего же он смешной, до чего же он чудесный. Назвали его Кузя. Он сильно плакал, просился к человеку. Забрали его. Шикарный этот мальчишка, бородатик Кузя. После того, как мы приведем его в порядок, я также думаю, что малыш не задержится на передержке. Нам нужна на него помощь, нам нужна на всех помощь, и на Лимочку тоже. Как же нам нужна помощь? Просто вывести – это не значит спасти. Рисуешь, да? В помещении-то не была никогда. Тю моя хорошая. Тю моя хорошая. Тю моя, не бойся. Не бойся. Не бойся. Все красивые. И эта шивожопка красивая. Ой, красивая шивожопка. А эти что, двое в одной переноске поедут, да? Ага, щенки в одной. Сейчас туда. Туда. Прилетели наши спасеныши. Прилетели наконец-то. Да? Ты моя красотка.
Красотка, как долго я тебя ждала. Прости. Прости, что так долго не находилось тебе местечко. Так, Симулька. А, ты все писаешь, да? Все, молодец, сейчас я тебя не вытерпела, малышка. Отвернулась, обиделась. Так, ну это очень серьезные друзья. Он обиделся. Вон, иди сюда, не обижайся, пожалуйста. Однопамятники мои. А, однопамятники обиженные. Сладкие. Вот это лапы. Вот это лапы. Ну ладно. Ты очень серьезный. Вот это лапы. Вот это лапы. Ну что, моя дорогая Миечка, что? С приездом тебя, долгожданная. Девочка, к мужу поедешь, да, к своему мужу? Приехала она к мужу. Ну давайте будем встречаться. Ой, да не нервничай ты. Не видела другой жизни. Зубы у тебя какие молодые, красивые. Да? Ой, ты господи. Ты мой хороший, хороший. Ну что? Что ты такой хорошка? Вырос ты так уже, пока мы тебя спасали, прививали. Это красавица девочка, да. В туалет хочет, в туалет. Да сейчас пойдем, сейчас. Все, не нервничай. А это демонстративно отвернулась. Вот как. Да что ты, Симуля? Иди сюда, иди. Вот ты какая девочка. Ой, ложкушка. И все мордашки кладут, да, в ладошки. Давай, вот как. Вот как надо положить мордашеньку девочки. Да? Ты девочка, Сима. Ой, какая же ты ласковая. Какая же ты обнимашенька. Ой, какая обнимасенька. Обнимасенька. Сколько в тебе энергии? Играть надо? Ах, играть тебе надо. Вот такая активная девчушка. Вот такая активная. Ой, на двух лапках. Такая... Ой, вот это игра. Это настоящая игра. Господи. Это ты кого так будешь ловить? Уток или зайчиков? Вот так, вот. Вот это да. Вот это да. Ну все, я поняла, что ты молодец. Ну я так не справлюсь. Встреча прошла, как обычно. И мы возвращаемся в Якутск. В Якутске мерзнут и ждут очередь на вылет еще много собачуль. И впервые у нас такая ситуация. 8 пассажиров, друзья. Но это радость сквозь слезы. Там в Якутске закончились переноски. Волонтеры ищут варианты купить с рук. Их нет, а пока собаки мерзнут. А теперь вот об этой белоснежной мамке со щенками. Удалось временно отсадить. Если на мамку уже есть желающие взять, а вот деток девать некуда. Разделять мамку, оставлять щенков тоже неправильно.
А как сделать правильно, если щенки никому не нужны? Что сделать, друзья? Щенков надо разобрать. Кому таких прекрасных щеночков? Откликайтесь, пожалуйста. Мы бы тогда смогли привести, пока не поздно. Посмотрите на этого чудесного мальчишку-лабрадора. Гладкошерстный, умный. Он тоже изо всех сил старается, чтобы обратили на него внимание, чтобы спасли его из этого ужаса. Назвали его Фрэнк. Потерпи еще немного, Фрэнк. Мы постараемся тебя забрать. Люди, откликайтесь, пожалуйста. Может быть, кто-то хочет забрать его сразу в семью. Ведь это же лабрадор, да еще такой умница. Мальчишка Фрэнк. Друзья, взять хвостика в семью, подарить счастливую, сытую жизнь здоровой собаке – это здорово, это акт милосердия. А что делать вот таким, когда у здоровых немного шансов? Я знаю, что среди вас много добрых и сострадательных человеков. И я очень надеюсь, что найдется уголок для тех, кто не знал нормальной жизни и не узнает там, так и сгинет, не узнав ласки и тепла человеческой руки. Вот они, Рута и Смоки, 2 трехлапика в ППЖ, на цепи, ничего больше не видят, круглосуточно, цепь и будка. И вокруг лай, и холод, и ножки зябнут, и их всего 3, этих ножки. Откликнитесь, может быть, кто-то захочет взять, приласкать, приголубить эти создания. И как всегда, друзья, я прошу вашей помощи, вашего милосердия на спасение тех, кто там, в ледяном плену, равнодушия и жестокости. Помогайте, пожалуйста, нам всегда нужна ваша помощь.